Добрый день еще раз, Нурия Салбековна. Спасибо большое за то, что вы откликнулись на наше предложение провести с вами интервью. Тем более, что цифровизация – это очень важный аспект в жизни человека, государства. И обещания властей, которые достаточно давно были выданы, с 2013-2014 годов, о том, что Кыргызстан станет цифровой страной, начинают претворяться в жизнь. Мы уже ощущаем и пользуемся этими услугами. И можно, чтобы вы рассказали о цифровых услугах, которые предоставляет государство с точки зрения, со стороны Министерства цифрового развития в 2023 году. Какие были приняты и внедрены новые? Да, давайте я чуть-чуть шаг назад мы сделаем и сделаем некий экскурс. Вот вы сказали, с 2013-2014 годов действительно государство очень много что сделало с тех пор. И просто хочу сказать, что это не просто так, что раз и вчера там появилось мобильное приложение Тундук. На самом деле, чтобы до этого дойти, государством было действительно очень много сделано. Начиная там с 2014 года, когда приступили, как вы помните, все ПИНы, так называемый персональный идентификационный номер, сначала выдавался социальным фондом. Там были определенные проблемы, потом решили, что ПИНы будут выдаваться государственной регистрационной службой, опять и передали эту функцию один ПИН, одно лицо в 2014 году. И по мере взросления, так сказать, цифрового государства все это переходило из одного государственного органа в другой. И один ПИН, один гражданин, это было на самом деле такое революционное решение. Я хочу сказать, что это начальная точка, но далеко и не первая, можно сказать, и не последняя. И начали создаваться информационные системы. То есть, чтобы государство сделало большую масштабную работу для того, чтобы сейчас мы могли уже оказывать все эти цифровые услуги, как коммерческий сектор, так и государственный. Государственные органы создавали свои информационные системы, базы данных, все это создавалось. Вот IT-специалисты знают такой термин, называется зоопарк. Зоопарк приложений, зоопарк систем. Да, это о чем говорится? Это разные абсолютно, на разных платформах, на разных языках создавались базы данных, информационные системы. Но с течением времени все это более-менее систематизировалось. Мы не можем сказать, что сейчас все идеально, но все идет к этому. 2020 год, как это по всему миру такая тенденция, 2020 год показал, насколько мы цифровизированы. Все информационные системы, которые создавались, и слава богу, что они были созданы, в основном базировались в таких вот очень важных государственных органах. Это и регистрационные службы, это и Министерство внутренних дел, ну и другие, да, социальный фонд мы говорим. Во всех этих государственных органах были созданы информационные системы, которые благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия Тундук начали между собой общаться и передавать данные. Потому что на самом деле нужно, чтобы выдерживался такой принцип: один раз вводишь какие-то данные, и эти данные должны быть видны, определенные, да, скажем так, видны всем остальным государственным органам. И в 2018 году мы внедрили систему межведомственного электронного взаимодействия Тундук, которая позволила передавать эти данные от одного госоргана к другому, и не только, но и муниципальным органам местного самоуправления, а также и коммерческим структурам. Вот это было очень важно. То есть если мы говорим про эволюцию создания создания цифровизации или там продвижения, так скажем, цифровизации, то это основные этапы. Но я хочу сказать, что в 2023 году, уже непосредственно отвечая на ваш вопрос, в 2023 году было, так скажем, только за 2023 год было оказано около 8 миллионов услуг только мобильным приложением Тундук. Около 1 миллиарда транзакций прошло по системе межведомственного электронного взаимодействия, которая
объединяет около 100 государственных органов. Я могу ошибаться в конкретных цифрах, но очень много государственных органов и коммерческих организаций объединены в эту систему. За тот же 23 год было скачано около 1 200 000 раз мобильного приложения, то есть наши граждане стали активно использовать это мобильное приложение. И там есть около миллиона раз люди посмотрели какую-то, в общем, справку о составе семьи, кажется. То есть люди очень активно используют. И что самое интересное, начиная с сентября месяца, разработчики нам дали такую возможность, госучреждение Тундук, нам дали такую возможность получать самые разные справки. За 23 год более 12 новых справок было введено, новых сервисов было введено. И самое интересное, что было сделано, или такое самое, может быть, передовое, что мы получили возможность облачную электронную подпись получать удаленным образом. Это очень полезно, в том числе нашим мигрантам, которые за рубежом. Они могут теперь получать электронную подпись, скачав мобильное приложение Тундук. Это дает им возможность, что это дает? Да? Это дает возможность им оставаться на связи с государством, получать какие-то услуги в удаленном формате. Те же самые цифровые документы в 2023 году были сделаны. Сейчас можно не только паспорт в виде цифрового документа, но и водительское удостоверение. Вот буквально недавно ребята сделали нам подключение к социальному фонду, это пенсионное удостоверение. То есть и наше взрослое поколение может теперь в своем смартфоне открыть, и не нужно с собой носить там пенсионное удостоверение, например, там вы в аптеку приходите, показываете, или там еще в какие-то социальные учреждения ходите, показываете, или в банковские учреждения. То есть я думаю, что это достаточно такой интересный подход. Какая самая популярная была электронная услуга в 2023 году? Ну, я вот этого вам сразу не скажу. Ну, то есть пользовались разнообразно всем, но что-то вот особенно не выделялось, получается? Нет, конечно же, так, у нас есть, да, о составе семьи, да, информация о составе семьи – это самая популярная. А вторая по популярности – это справка о месте регистрации. То есть это наиболее такие популярные сейчас. И демонстрация паспортных данных. И да, паспортные данные, водительское удостоверение, да. Это вот такие вот наиболее популярные. У меня еще такой вопрос. Что еще планируется внедрить? Прошу прощения, вот я нашла, значит, так, в первый раз я ошиблась, конечно же, по цифрам. Справка о месте регистрации граждан за 2023 год около 1 миллиона раз посмотрели граждане. Информация о заключении брака 672 раза, 672 тысячи раз граждане посмотрели, зарегистрированы они браком или нет. Вот. Адресная справка о временном регистрационном учете 251 тысяча. И предоставление информации, свидетельства о смене фамилии, имени или отчества 50 тысяч, около 50 тысяч раз. Хорошие цифры. Да, хорошие цифры. Ну, в целом, еще раз повторюсь, 8 миллионов услуг было оказано через мобильное приложение Тундук. Я думаю, что это достаточно такая хорошая цифра. Но чтобы вот до этого дойти, нужно было проделать достаточно большую работу. Что еще планируется внедрить в приложение Тундук? Мы провели тоже небольшой шаг назад. Мы провели, значит, анализ, почему люди ходят в ЦОНы. Потому что не секрет, что ЦОНов сейчас не хватает. И очень много граждан, ну, действительно, это правда, это действительно так. Очень большие очереди в ЦОНах. И мы не можем постоянно строить ЦОНы. И поэтому первым делом, когда я пришла, я поручила сделать анализ, почему люди ходят в ЦОНы.
и по каким справкам, для получения каких справок, для получения каких услуг. Этот анализ был сделан. И одной из наибольших таких запросов это была прописка. То есть люди ходят для того, чтобы прописаться самим или там своим знакомым. Для того, чтобы прийти, нужно там привести собственника жилья и так далее. Все это, конечно, крайне неудобно. Поэтому в первую очередь я дала поручение, чтобы ребята-разработчики сделали значит, такой сервис, что все должно быть через мобильное приложение. Все, мы должны уходить в цифру, в цифровизации это не просто простой звук. То есть одно из наиболее ожидаемых таких сервисов это будет прописка. То есть мы должны все сделать через мобильное приложение. Дальше справка о составе семьи, то, что если вы сейчас идете куда-то получать эту справку, все мы должны это сделать только через мобильное приложение. Вот. Вы коснулись выше работы ЦОНов, о том, что их действительно не хватает. Какое количество сейчас ЦОНов по республике? Сколько там в них работает сотрудников и кто проводит их обучение? Откуда они подчерпывают? У нас по Кыргызской республике 36 ЦОНов, из них 5 мини-ЦОНов, и плюс к этому имеются еще и 13 мобильных ЦОНов. Я сейчас поясню. 13 мобильных ЦОНов оказывают услуги с выездом на дом. Это, например, если у вас есть престарелые родители или больные, или инвалиды, люди с ограничением здоровья, мы бесплатно выезжаем на дом. Но если у вас, например, какой-то коллектив граждан или там на работе кто-то хочет, то за отдельную плату можно получить услуги, не выходя с вашей работы. Если у вас, я обращаюсь к вашим читателям, если у вас есть какие-то, ну, вы знаете, что у вас соседи, им необходимо получить паспорт, но они ограничены в здоровье, то, пожалуйста, вы можете позвонить по номеру 119 и получить для них такую услугу. То есть вы можете их вызвать к таким вашим соседям. Несмотря на то, что мобильные ЦОНы работают уже на протяжении, я думаю, где-то 10 лет, я боюсь ошибиться, но более 10 лет. Еще когда биометрические услуги. Да, когда еще биометрические услуги, то есть там с 2014 года, в 2015 годах. Так скажем, что пиарить мы их начали очень активно сейчас. Я думаю, что там оплата, я могу ошибаться, но оплата может быть там 1500 или там 1000. Если есть такая возможность, там, почему нет? Если кто может себе позволить, пусть вызывают. Вместе с тем мы снижаем нагрузку на ЦОНы. Если там большая семья или там на работу люди вызывают очень часто на работу, там, чтобы документировать целый коллектив, почему нет, можно. Когда я пришла, как я уже сказала, первым делом поручила провести анализ, зачем люди ходят в ЦОНы. И выяснилось, что некоторые государственные органы посылают в ЦОНы, чтобы получить какую-то справку, посылают людей в ЦОНы. Мы провели соответствующую работу, очень активно проводили совещания там, и это возымело эффект. Если в октябре мы провели замеры, хронометраж, за неделю запрашивали в ЦОНах около 18 тысяч справок за неделю. И это было в октябре прошлого года, то сейчас мы тоже провели опять замеры. Вот благодаря такой активной работе по исключению справок сейчас в ЦОНах было запрошено только 8 тысяч справок. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что государственные органы перестали запрашивать какие-то справки. Вместо этого, то есть информация же все равно нужна, вместо этого они запрашивают через систему Тундук, к которой подключены все государственные органы. Но, видимо, по старинке было удобно посылать родителей, например, родителей школьников, или там другие, там, например, Министерство здравоохранения запрашивало какие-то справки.
Но теперь все это передается через систему Тундук. У нас есть статистика, это все подтверждено, и мы дальше будем продолжать эту работу. Я думаю, что, в принципе, это очень хорошая такая статистика, показатели хорошие. Еще раз, все государственные органы подключены к системе Тундук. Они могут запрашивать, там есть информационные системы, они могут запрашивать друг у друга информацию, например, такую как ПИНы, то есть персональные идентификационные номера гражданина, там паспортные данные или еще какие-то там справка, те же самые справки о составе семьи, все это имеется в цифровом формате. Пусть государственный орган друг у друга запрашивает по системе Тундук. То есть это система, еще раз, не мобильное приложение, а именно система. Они все это могут по общим каналам, так сказать, запрашивать друг у друга. Вот в этом и заключается. Мы хотим снизить очереди в ЦОНах именно благодаря этому. Второе. Что мы еще хотим сделать? Мы, возможно, вы знаете, что в 2 ЦОНах можно было занять очередь через мобильное, определенное мобильное приложение, да. И, сидя дома, можно было занять очередь. Но, к сожалению, это было не так просто масштабируемо, то есть нельзя было, скажем, условно говоря, в Араванском районе то же самое сделать, занять очередь, поскольку это мобильное приложение работало только на 2 вот этих вот ЦОНа. Сейчас я дала поручение, чтобы разработчики нашего государственного предприятия «Инфоком» сделали свое мобильное приложение «Электронная очередь», и они это сделали, эффективно поработали. И мы сейчас будем внедрять эту электронную очередь по всем ЦОНам. А можно ли внедрить ее сразу в Тундук? Это будет именно так. Да, внедрено. это будет именно так, это будет внедрено в мобильное приложение. Во всяком случае, планы такие. И граждане нашей страны, хоть они где, хоть они, в общем, в любом уголке нашей страны, там, где есть ЦОНы, они могут дома, сидя дома, запланировать поход в ЦОН на определенное время. Конечно, вначале будут какие-то проблемы, все это будет работать в пилоте для начала, но я думаю, что с течением времени все придет на круги своя, все вернется, в смысле все устаканится, восстановится, и все. Мы будем в течение этого года планировать, что люди могут запланировать свой поход. В ЦОНе работают живые люди и во фронт-деске, да. И на бэк-деске. А кто обучает их? То есть где-то учат делопроизводству, работы с документами? Как это происходит? Обучение? Да, у нас в настоящее время, может быть, это не всем известно, но у нас все, кто работает в ЦОНах и все, кто работает в так называемых паспортных столах, они администрируются из 2 точек. Это ЦОНы операторы, управляются госпредприятием «Инфоком», и так называемые паспортные столы управляются со стороны Департамента регистрации населения. В настоящее время мы планируем такое масштабное реформирование этой системы, в кавычках, паспортных столов, как это раньше принято, да, мы называем так паспортные столы. И, соответственно, со стороны Инфокома проводится обучение, и со стороны Департамента регистрации населения также проводится обучение. Реформирование будет направлено на повышение квалификации и компетенций наших сотрудников, работников и паспортных столов, и центров обслуживания населения. Я думаю, что я планирую, что мы обойдемся без каких-либо увольнений, то есть это будет создано одно госучреждение, во всяком случае так планируем. Но самое главное, что мы никого не планируем увольнять, все остаются на месте, мы просто будем очень активно обучать всех, это первое. Второе, будет один центр управления, потому что не нужно, чтобы одно какое-то, скажем, ЦОН управляется с 2 сторон. Это неправильно, я считаю. А в целом все это направлено на повышение качества обслуживания наших граждан.
Знаете, такой интересный элемент, факт. Мы когда давали пресс-конференцию в конце прошлого года, 23-го, мы сказали, что будет внедрен искусственный интеллект. И очень многие удивлялись, что за искусственный интеллект будет внедрен в центрах обслуживания населения. Мы хотим посмотреть, то есть, вы знаете, что вы ходили в ЦОНы, вы наверняка видели, что там есть камеры. Да. И мы хотим внедрить через эти камеры, посмотреть, где наибольшее там количество очередей, да, и вот мы хотим туда направить. Искусственный интеллект будет видеть, вот там вот больше всего очередей, значит, там есть определенные проблемы. И мы будем сразу как-то определенным образом разруливать. Да. Сейчас ребята тоже, разработчики, активно работают в этом направлении для того, чтобы снизить количество очередей, для того, чтобы гражданам было наиболее комфортно ходить в ЦОНы. Но и также мы хотим посмотреть, может быть, мы какие-то услуги сможем еще больше перенести в мобильное приложение или скажем так, в цифру. Угу. Очень многие услуги планировалось передать, децентрализировать, да, то есть в банки и АЭЛ-ЭКМАТУ. Допустим, АЭЛ-ЭКМАТУ имеет возможность уже выдавать справки, да, но встает вопрос о сохранении безопасности персональных данных. То есть когда персональные данные хранятся у одного ведомства, то есть в лице Минцифры, да, Инфоком и других смежных предприятий, и когда они уже распыляются на более мелкие. Как соблюдается этот вопрос? Вы абсолютно правильно поднимаете этот вопрос. Защита персональных данных, мы стоим на страже персональных данных, и мы никогда не дадим слишком большой объем персональных данных или вообще какие-либо персональные данные огромному количеству там, коммерческих предприятий и так далее. На самом деле, что мы хотим сделать? Когда мы говорим, что мы отдаем определенную свою функцию на аутсорс, то есть банковским учреждениям в первую очередь, мы говорим о следующем. Мы хотим сделать так, чтобы сотрудники банковских организаций просто принимали документы у населения. Ну, например, вы, Диля, хотите пойти и обменять паспорт. У вас будет две возможности. В первую очередь мы хотим, опять же, все перевести в цифру, то есть вы можете через мобильное приложение подать заявку на обмен, это будет первая возможность. Но если вдруг у вас рядом с домом находится банковское учреждение или наоборот, вы живете где-то в отдаленном районе и вдруг вы хотите там пойти в банковское учреждение, а у вас нету ЦОНа в вашем селе, например, вы пойдете в это банковское учреждение, специально обученный сотрудник получит у вас заявку на обмен паспорта. Вот и все. Дальше наша Кыргызпочтасы приедет, почтальон приедет, заберет вашу заявку или там, что вы там оставите, документы заберет и направит в департамент регистрации населения для обработки. То есть я хочу подчеркнуть, что вся обработка и принятие решения будет на стороне государственного органа, то есть департамента регистрации населения. Ни в коем случае мы не отдаем это на аутсорс. Ну а принятие заявки или принятие каких-либо документов, это возможно на стороне банковских учреждений. Отдельно хочу сказать про АЭЛ-ЭКМАТУ. У нас, еще раз, нет возможности строить ЦОН в каждом селе. Но у нас есть возможность на базе АЭЛ-ЭКМАТУ, мы сейчас делаем пилот, на базе АЭЛ-ЭКМАТУ открыть так называемый мини-ЦОН. То есть мы поставим компьютер, оператор, там будет оператор ЦОНа, оператор специально обученный человек, и он будет принимать, опять же, заявки. Если вы, например, житель села и хотите, не знаете, как скачать то или иное приложение, в частности, Тундук, вы можете прийти, и оператор обучит вас, как это сделать. Потому что, или там, например, как получить облачную электронную подпись, это тоже не сразу все знают.
То есть какие-то цифровые навыки, у вас будет возможность научиться у оператора этого Миницона, который будет находиться в Айлок-Мету. Ну, сейчас мы говорим о населении, которое документировано, которое имеет доступ полностью к интернету, Google, в конце концов, то есть возможности получать эти цифровые все услуги от государства. Но есть очень много людей, которые, к сожалению, не документированы на стране. Вот непосредственно мы сталкиваемся с такими просьбами помочь в восстановлении документов. В Министерство цифрового развития наверняка поступают, в ЦОНы поступают. А почему так происходит, что люди, уже будучи во взрослом возрасте, они остаются без документов? И как им помочь, куда их направить для того, чтобы они у них появились в конце концов? Я знаю, о чем вы говорите, то есть действительно проблема есть. У нас есть целая там категория людей, хотя одно время мы выходили, Кыргызстан даже был признан, что у нас нет лиц без гражданства, но в настоящее время появляются все больше и больше людей таких. Есть люди, которые теряют какие-либо документы или вообще у них не было изначально. Да, жизненные истории да, действительно. Я призываю звонить. У нас есть колл-центр. Граждане могут позвонить по номеру 119 и их проконсультируют. Или обратиться в любой ближайший ЦОН или МРО, то есть опять же паспортный стол, по-старому так сказать говоря. Это межрегиональное отделение Департамента регистрации населения. Я думаю, мы должны помочь. Если нет, у нас есть телефоны доверия, опять же, 119, можете позвонить и сказать, где вам не так, неправильно оказали какую-либо услугу. Также я думаю, что уже очень многие пользуются и WhatsApp, и другими соцсетями, например. Мы очень активны в соцсетях. У нас специальный отдел занимается, отслеживает жалобы. Пожалуйста, обращайтесь и так укажите вашим читателям, что можно написать нам какую-либо жалобу, если вас неправильно обслужили. Вот сегодня, кстати, после интервью ко мне приходят граждане тоже с жалобами. Там, каждую пятницу я готова встречаться. Где вас неправильно обслужили, пожалуйтесь нам, мы тоже можете написать. Кстати, в мобильном приложении также есть так называемая, это тоже государственная система электронных сообщений, так называемая ГСЭС. И граждане могут написать в мобильном приложении жалобу, и эта жалоба сразу же попадает в государственную систему электронного документооборота, СЭД называется, она сразу же падает нам на наш рабочий стол, так сказать, в нашу почту. Это позволяет все делать интернет, и до сих пор у нас, к сожалению, не вся страна доступна, это удовольствие, уже даже не удовольствие, это норма, да, человеческая, потому что она страна высокогорная, со сложным доступом. А МЦР при этом обещала полностью предоставить доступ к интернету во всех уголках. Как дела с этим обстоят? То есть есть же несколько различных способов предоставления интернета. Да, значит, у нас статистика показывает, что 98% нашего населения обеспечено мобильной интернет-связью. Это достаточно большое количество. Но вы правы, 2% нашего населения, они все по-прежнему находятся без мобильной интернет-связи. Это отдаленные села, есть такое. Министерство цифрового развития прикладывает большие усилия для того, чтобы покрыть и эти 2% интернет-связью, как мобильным интернетом, так и стационарным. В прошлом году, за 2023 год, у нас есть проект, называется Digital Kassa. Вот благодаря нему мы проложили 2000 волс, и в этом году мы также планируем около 500 волс проложить. Я думаю, что это тоже хорошие такие цифры. Более подробно, я думаю, что мы статистические цифры еще приложим ниже, дадим, да, определенные цифры. Мы идем согласно графику абсолютно, даже где-то с опережением.
Ну, интернет зачастую в других странах регулируется очень важным документом, цифровым кодексом. Кыргызстан готовится его принять. У нас был опубликован проект цифрового кодекса для общественного обсуждения. Он непосредственно касается вашего ведомства. Что вы предлагали? Какие-то вот важные, на ваш взгляд, пункты, которые обязательно должны быть? Цифровой кодекс, проект, ну вообще, что это за документ? В 2020, я могу ошибаться, в 2020 году Госкомитет, Да, Госкомитет, да, в 2020 году Госкомитет информационных технологий подписал соглашение о разработке такого документа. Цифровой кодекс, для чего вообще это нужно? Ну, государство столкнулось с тем, что очень много, вот в связи с тем, что очень активно стали разрабатываться и цифровые сервисы, цифровые приложения, выяснилось, что какие-то сферы выходят, то есть они оказываются там в серой зоне или невозможно отрегулировать. И какие-то нормы оказались в коллизии друг с другом. Выяснилось, что необходимо обновить там более 1000 каких-то нормативно-правовых актов. Проще написать новый. Да, поэтому было принято решение, что будет создан другой документ, более всеобъемлющий. И, например, вот есть налоговый кодекс, таможенный кодекс, есть лесной кодекс, водный кодекс, но почему-то не оказалось цифрового кодекса, несмотря на то, что цифра, да, цифровизация, она идет сквозными нитями, там, охватывает все сферы общественной жизни, общественно-политической, экономической, социальной нашей страны. И поэтому было принято решение разработать специализированный цифровой кодекс, в котором он не детализированный, он охватывает, конечно, это объемный документ, но он охватывает только принципы регулирования И в соответствии с ним уже НПА будут нашей жизни. И в соответствии с ним уже будут разработаны другие НПА. Он пускает на утрату, то есть этот кодекс, когда он будет внедрен, будут пущены на утрату некоторые законы, в том числе, например, такие законы, как об электронном управлении, о подписи, электронной подписи, об информации персонального характера и другие законы. То есть он в себе инкорпорирует, то есть он в себя возьмет, да, все эти нормы. Об электрической связи также. Ну, из таких хороших, я считаю, нововведений, это могу назвать следующее, что благодаря ему, если там операторы связи, операторы телекома в настоящее время вынуждены подавать на несколько лицензий и там ждать, да, достаточно долго, там, то в настоящее время вот в этом кодексе урегулировано, что будет единая лицензия для операторов связи. Если они получают, то они могут двигаться уже свободно. То есть это облегчение регулирования. А что в цифровом кодексе вас не устраивает, например, то, что предложили другие ведомства? Ну, я думаю, что пока, поскольку мы это... Так, министерство, да, сначала Госкомитет информационных технологий, потом Министерство цифрового развития является инициатором. Я не могу сказать, что мы там против чего-то, но мы сейчас активно, например, спорим также и внутри себя по поводу роли экспертных советов. Мы предложили, чтобы при регуляторах, например, при Министерстве цифрового развития, при Министерстве службы связи были экспертные советы, благодаря которым возможно создание цифровой или там апробирование цифровой песочницы, так называемой. То есть мы сейчас вот за 4 месяца, пока я здесь, 4-5 месяцев, мы несколько пилотов создали, ну и там, может быть, там 5, 6, 7 пилотов, и постоянно мы утверждаем их. А цифровые песочницы — это все те же самые пилоты, но в цифровой сфере, которые мы сейчас не можем быстро внедрить, потому что есть определенные законы, которые ограничивают. Да. А мы можем создать ведь какой-то определенный правовой
регуляторный режим, в котором мы эти законы можем обойти, чтобы посмотреть, а вообще это работает или нет. И это, конечно, опыт, ну, международный опыт, чтобы создать. Вот. И цифровой кодекс как раз-таки показывает, как это можно сделать. Когда этот документ будет принят? Ну, мы уже сейчас согласовали со всеми государственными органами, внесли в администрацию президента, сейчас его также там рассматривают. Я думаю, что в этом году самое главное, вы знаете, кодекс это не такое непростое дело, согласовать его со всеми, принять. Я думаю, что в этом году мы постараемся его принять, потому что все будет зависеть сейчас и от депутатов Джугурку Кенеша, насколько мы сами сможем рассказать, показать, объяснить, что это необходимо. Но в целом, я думаю, уже понимание есть, что необходимо быстрее. Также хочу сказать, что цифровой кодекс, ну то есть сразу скажу, что это не я, что это не наша команда. Благодаря предыдущей команде кодекс был вывезен за рубеж в ЮНСИТРАЛе, показали его, то есть это одна из организаций ООН, показали, и он принял такие достаточно восторженные отзывы, в том числе от государств, которые являются признаны цифровыми лидерами. Цифровой кодекс в таком виде, он один пока в мире, и на нас сейчас смотрят, как он пройдет. Возможно, он станет даже модельным законодательством. Будем надеяться, что будет хороший эффект. Вы несколько раз говорили о системе электронного документооборота между ведомствами, тоже Тундук называется. Не-не-не. Я прошу прощения. СЭТ. Я прошу прощения. А насколько охотно вообще ведомства его используют? Действительно ли уменьшилось количество бумаги? Вот, например, национальные электрические сети Кыргызстана, они подсчитали, что вот когда они отказались от раздачи бумажных квитанций, они за год смогли сэкономить до 7 тонн бумаги. Есть ли какой-то эффект у вас? Сколько вы бумаги сэкономили? Какое количество документов было пропущено через СЭТ? Да, я вот хотела сказать, что очень важно, мы опять же приведем статистику, по-моему, за 2021 год было там 2,5 миллиона документооборота, там, за 2022 год там 4,5, могу тоже ошибаться. За 2023 год было уже 13 миллионов документооборота, то есть это все время. И я надеюсь, вы не вырежете. Очень важно, что политическая воля была. И вот там в январе президент Садыр Нургулжоевич Жапаров в январе сказал, чтобы к маю все перешли на СЭТ. Ну, все видели, что он ходит с планшетом таким же, как у вас, да? То есть и понимаете, малое количество бумаг вокруг него. Понимаете, когда есть поручение, все к маю перешли на электронный документооборот. И сейчас мы все бежим, потому что есть определенные сроки, и мы обязаны выполнить в эти сроки. И это очень важно. Такой статистики, как в электростанциях, у нас нет, но я сейчас вот что вам хочу сказать. Да, действительно, платформа создана, все пользуются. Но сейчас мы еще приняли такой, согласовываем такой документ, называется, оказалось, я сюда когда тоже пришла, все время я подписываю какие-то дубликаты писем. То есть мы здесь подписываем в СЭДе и тут же приносят бумажную версию, дубликат. Я поручила выяснить, почему мы все время подписываем какие-то дубликаты. Оказывается, есть определенный нормативно-правовой акт, который мы еще не пустили на утрату. Несмотря на то, что мы пользуемся платформой, нужно, оказывается, было пустить еще на утрату, что нам дубликаты не нужны. И вот мы пускаем сейчас на утрату около 700 видов документов, сейчас скажу, видов дубликатов, которые больше не нужно подписывать. Вот это, я считаю, тоже очень важный шаг. Мы тоже столкнулись с этим, потому что мы, когда отправляем электронный запрос, мы отправляем в электронном виде, к нам приходит электронный ответ, но следом приходит бумажное письмо, в том числе от МЦР. Да, потому что если мы этого не будем делать,
то мы будем не соблюдать там определенную инструкцию. Да. А нужно, оказывается, вот это тоже было сделать. И мы в течение 3 месяцев вели очень активную работу, просматривали, что можно сделать. Это делала архивная служба, и, можно сказать, это почет и уважение. Очень большая работа была сделана, и мы в конце оставляем только 100 видов документов, то есть 700, вы представьте, это огромное количество, да, дубликатов мы убираем, только 100 остается. Это такие документы, которые невозможно исключить. Например, указы, меморандумы, там, международные соглашения, которые должны быть обязательно в бумажном виде, да, то есть мы их должны сохранять. Вообще я хочу сказать, что это, опять же, возвращаясь к цифровому кодексу и к нормативно-правовому регулированию, что мы вот сейчас собираемся с ребятами, с разработчиками, с айтишниками, быстро мы можем, технологии быстро можем внедрить. У нас там брейншторминг, мы говорим, а давайте мы вот так сделаем, а давайте мы вот так еще. И ребята очень быстро делают. Но если есть что-то юридическое, нормативно-правовой акт, который мы не можем обойти, мы начинаем тут работа стопорится. И поэтому мы всегда вынуждены оборачиваться, а что в законодательстве. Что в этом году вы планируете внедрить? Такого вот, вы уже поделились о внедрении электронной очереди. Какую еще фишку уникальную, которую будут использовать все? Я думаю, что вы знаете, что у нас есть в системе МВД есть госучреждения УНА, они очень хорошо двигаются в части цифровизации, благодаря им есть и нашему госпредприятию, госучреждению Тундук есть возможность, правда, сейчас частичная перерегистрация транспортных средств онлайн, зато это все равно первый шаг вперед. Экономит время, на самом Экономит деле. время. Сейчас же прорабатывается вопрос и по недвижимости. Я думаю, это благодаря тоже кадастру и госучреждению Тундук. Это тоже есть в планах. Я думаю, что хороший сервис, как я уже сказала, это прописка, это справка о составе семьи. Могу сейчас что-то не вспомнить, но самое главное, знаете, что мы хотим все, что есть в бумажном виде и что нам мешает нашим гражданам, мы хотим все это перевести в цифровой формат. И есть даже такая задумка, чтобы обратиться к нашим гражданам и чтобы они подсказали, какие справки им мешают. Да? Например, мы тоже можем не знать очень многого. Например, нам государственные органы говорят, что мы уже все перевели в цифровой формат, у нас все благодаря цифровизации у нас уже все в цифровом формате. Может быть, ваши читатели тоже нам подскажут. Я думаю, что есть очень хорошее, мы должны тоже поблагодарить руководство МВД. У нас сейчас есть, от них идет инициатива, справка о несудимости в 3-часовом формате. Я думаю, что это очень здорово. Не нужно ждать, не нужно 3 часа, и пусть они перепроверят, но сразу же через 3 часа у вас уже справка о несудимости. Я думаю, это здорово. И не могу не спросить, какими вы сами услугами пользуетесь сама. То есть, вот, допустим, я думаю, в Тундуке у вас есть паспорт. У меня есть, да, у меня есть. Больничным листком не пользовались еще? Надеюсь, что вот, нет. Кстати, я хотела сказать, цифровизация – это всегда прозрачность. И вот мне очень нравится, как двигается Министерство здравоохранения в этом отношении. Они сделали, оцифровали, во-первых, создали цифровой профиль гражданина. Вы можете посмотреть, какие услуги в сфере здравоохранения вы получили. И вот недавно мы разговаривали, выяснилось, что такие побочные эффекты от внедрения этой услуги, стали граждане обращаться к ним, говоря, что я вот эту услугу в такой-то больнице не получал. Оказывается, какие-то есть, скажем, может быть, нерадивые поликлиники или, наоборот, больницы, которые могут списывать деньги, да. И только народный контроль помогает показать, что на самом деле операции-то не было. И это все через мобильное приложение Тундук видно. То есть граждане сами теперь показывают, что вот так вот не пройдет. Здорово. То есть это тоже бюджетные деньги, которые куда-то уходят, а на самом деле это дает руководству Минздрава
понимание, что вот там вот нужно обратить внимание на это. Ну вот от себя лично я бы хотела попросить, чтобы в Тундуке, вот когда справку недвижимости получаешь, чтобы сразу электронный кошелек был привязан. Это было бы здорово. Хорошо. На самом деле мы очень приветствуем обратную связь. Мы хотим узнать, что вас беспокоит. Мы, конечно, можем придумывать свои какие-то сервисы, как мы это понимаем. Но если ваши читатели тоже нам будут подсказывать, пусть там в комментариях или наоборот к нам будут обращаться, мы будем только рады. Мы очень ждем обратной связи от наших граждан, какие сервисы возможно, мы будем только рады. У нас также реализуется такая инициатива, или можно сказать 2 инициативы. Возможно, вы слышали, что такое G-Cloud. Это правительственное облако. Мы сейчас активно строим 2 центра обработки данных. Это центры, в центрах обработки данных находятся сервера, в которых все данные находятся наших государственных органов. Не секрет, что ранее, ну и, наверное, вплоть до сегодняшнего момента у каждого государственного органа имеется какой-то свой сервер. С этим имеются проблемы, необходимо его закупать, обслуживать и так далее. Иногда серверов не хватает, и государственные органы вынуждены закупать такие услуги через государственные закупки. Мы сейчас пришли к такой модели, когда мы консолидируем все сервера в одном месте, и мы называем это правительственное облако. Мы думаем, что до конца этого года мы реализуем этот проект. Ну, не то, что думаем, а мы планируем это сделать. Это первое. И второе, мы также строим резервный центр обработки данных, который также будет завершен до конца этого года. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Желаю удачи во всех начинаниях. Спасибо, Главное, Диль. чтобы все оно было претворено в жизнь.